только в кино видел, в фильмах ужасов, когда деревья с корнями вылетают. Ну, спасибо, Россия, вы стали врагами. Младшего сына. Они его привели под стволом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видели танки, вся техника российская. У меня же нога не просто отвалилась, отстрелилась от чего? Не с обычного же пистолета или пулемета, а з крупнокаліберного. Надіялась, що нікого не побачу із знайомих, але вже і половини не передивилася, вже 3 знайшла. Когда ты видишь сгоревших людей, когда ты видишь расстрелянных людей, это было что-то ужасное. После той ударной волны, конечно, была повреждена крыша, навес на летней террасе, сама терраса. Ну и, конечно, не было ни окон, ни рам. Также это в той комнате. То, что могли, поразбивали. Миршод – выходец из Таджикистана, который 23 года живет в Украине. Его дом в Буче в начале войны попал под бомбардировки, а он и его семья практически в плен. 24 февраля 2022 года семья Миршода должна была встретить праздник. У его сына день рождения. Но с утра они встрепенулись от звука взрывов. Не понимали, что происходит и что делать, и не решились покинуть свои дома. Каждый день непрерывно в Буче шли бои, и были слышны взрывы. В один из таких дней в их и в соседний двор прилетели 2 ракеты. Одна вот прилетела как раз между нашим участком и соседским участком. И вот тогда я увидел, ну, только в кино видел, в фильмах ужасов, когда деревья с корнями вылетают, когда просто все как в один миг от ударной волны разлетаются стекла, вылетают двери. И, конечно, это было что-то с чем-то. Тут же произошел второй взрыв, который снес дом. Вот он не в сам дом попал, а буквально рядышком. И дом, конечно, крыша села, все, там были люди. Мы побежали уже туда вытягивать людей. Но, слава богу, все остались живы. Спасибо, Россия, вы стали врагами. И поверьте мне, каждый украинец, и я в том числе не украинка, и не русская, я также буду относиться к каждому русскому. Все дома окружили российские военные и военная техника. Вот этого забора не было, и мы там видели как раз там танки, вся техника российская, и там где-то их был командный пункт. И если даже обратите внимание, вот, ну, сейчас эту воронку заделали, вот тот дом был рассыпан, его восстановили. И вы видите, ну, деревья все, конечно, покоцаны. Там вот, видите, где он зарешетчен, этот кондиционер или что. Вот с того окна, вот как взять левее, да, вот, видите окно? Вот оттуда торчал пулемет. Он был направлен в нашу сторону, ту сторону обстреливал и эту. После этого они приехали к нам. Мы вышли, и, значит, когда я вышел, мне молодой парень говорит: мы вас не будем убивать. Я говорю: на том спасибо. Вот. Мы пришли освобождать. Я говорю: кого от кого? Военные зашли в дом, провели обыск. Что было дальше, Миршод вспоминать тяжело. Жизнь его сына оказалась на волоске. Я слышу, спрашивают, кто родители Улугбека, младшего сына. Ну вот тут, конечно, я очень сильно испугался. Они его привели под стволом.
Но тут же жена выбежала и говорит, в чем дело? Говорит, он передавал данные ЗСУ. Ну, конечно, тут шум хай поднялся, то, что как могли, это... Ну, он показал телефон, но мы все начали говорить, что связи нету, потому что все телефоны попрятали. Связи нету, как он что мог передавать. Ну, нам начали объяснять, что, мол, iPhone там через спутник передается, такое. Ну, жена говорит, что вы рассказываете? Говорит, вы будете рассказывать это кому-нибудь другому. Ну и так как поняли, что ну, народ все-таки, поддержка, ну, они посмотрели, взял телефон, порубил топором этот телефон. Вот. Тут, конечно, было мне страшно. Несколько дней они жили в окружении военных. Не было связи, света, воды. Все соседи собирались в одном недостроенном доме, приносили кто что мог, разводили костер, готовили и жили в жуткие морозы, держась вместе. Соседи за это время сильно сблизились. Повезло не всем. Беда настигла семейство Чекмаревых, близких соседей Мершода. Прибежал Виталий, вот, его брат Александр Чекмарев, о нем снят целый фильм. Вот, они жили в Донецке, уехали в 2014 году с Донецка, от этой войны и всей, переехали сюда, в Бучу. И он прибежал и говорит, с Сашкой беда осталась. Мы спрашиваем, в чем дело? Он говорит, я не знаю, потому что я слышал только ой и выстрел. Больше ничего не слышал. Говорит, ну я понял так, что раз не приехали, значит уж их нет живых. При выезде из дома машину Александра обстреляли. Внутри были он с семьей. Жена и двое малолетних детей погибли сразу. Александру удалось выбраться и выкарабкаться. Он потерял ногу. У меня же нога не просто отвалилась, отстрелилась от чего? Не с обычного же пистолета или пулемета, а с крупнокалиберного. Они же не стреляли, не стояли ж рядышком, не спрятались за углом по очереди и стреляли там, кто им мешает, это проверяет. Обстреляли просто вот обычную гражданский автомобиль, который не замаскирован, ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12. Буча – один из самых пострадавших городов Украины. Он стал страшным символом трагедии. Там были обнаружены сотни трупов мирных жителей, погибших от снарядов и жестоко убитых. На мемориале, установленном в городе в 2023 году, указаны имена 501 погибшего жителя. От і пам'ять тих, хто тут загинув. Надіялась, що нікого не побачу із знайомих, але вже і половини не передивилася, вже 3 знайшла. Как открылись коридоры, семья Мершода покинула город. То, что вы видели по дороге, это было действительно страшно. Когда ты видишь сгоревшие машины с надписью «Дети», когда ты видишь сгоревших людей, когда ты видишь расстрелянных людей, это было что-то ужасное. Вот это было самое страшное, что я пережил, потому что я потом долгое время не мог заснуть, когда глаза закрываешь, вот эта вот вся дорога, ты ее практически видишь. Домой он вернулся, как только начали пускать людей в Бучу. По приезду, конечно, не было ни одной двери окон, была разбита крыша, как в доме, так и в беседке. Вот. Были сломаны деревья, мне пришлось пилить. Не было забора, снесен был забор весь ударной волной. Заходили, поворовали все, нагадили, все разбросали. Ни одного инструмента, да, вплоть до мелких отверток, ничего не было уже дома. Поворовали какие-то вещи. Из одежды так кое-какие вещи пропали.
Миршод уехал из Таджикистана в конце 90-х годов из-за гражданской войны. Но то, что он увидел и пережил в Буче через десятки лет, ему кажется страшнее и ужаснее того, что было на родине.